С наступлением осени начинаются частые перепады погоды. Межсезонье преподносит свои сюрпризы. То светит яркое солнце, либо на дворе стоит слякоть и дует холодный ветер. Но не стоит забывать, что вместе с непогодой почти в каждый дом приходят простудные заболевания. И ОРВИ дети переносят намного сложнее, чем взрослые. Коридоры республиканской детской поликлиники заполнены обеспокоенными мамами и их детьми. Во время игр или коротких перемен те же школьники могут выбегать на улицу в распахнутых куртках и без шапок, что чревато последствиями. По словам врачей, в осенние и весенние периоды пациентов с простудными заболеваниями у них бывает даже больше, чем зимой. Если уже в семье есть ребенок больной, то чаще всего заболевает вся семья, и это нормально. В данном случае просто главное вовремя обратиться к специалисту, если тем более ребенок младшего возраста, младшего дошкольного возраста, дети грудного возраста особенно являются подвержены более частым осложнениям, нежели дети старшего возраста. Родителям также советую выполнять все предписания врача. Хава Кадзоева учится во 2 классе. Не по годам умный ребенок знает, что есть и профилактические меры. Хаве они нравятся хотя бы потому, что меры эти очень вкусные. Мама мне дает лекарства, а потом я лечусь. Мама дает с чаем, медом я кушаю. А ты вот из лечения вообще что больше всего любишь? Кушать хлеб с вареньем. Хлеб с медом. Благоприятная среда для развития вирусов и различного вида инфекций – межсезонье. При первых же симптомах важно вовремя забить тревогу и своевременно обратиться к врачу. Родитель сам, конечно же, поставить диагноз не может. Какие проявления? Это сопли прозрачные, это кашель, и может быть осиплость голоса. То есть здесь уже мы подозреваем именно вирусное заболевание. Сами по себе вирусные заболевания, они протекают недолго, максимум 5 дней. В дальнейшем, если же не начать противовирусную терапию, наблюдается осложнение. И бронхит. У каждого родителя, конечно, свое мнение, какое лечение лучше подходит его ребенку. Это относится и к спорному вопросу о прививках, но все сходятся в одном – профилактика – лучшее средство от всех болезней. Стараемся закалять, закалять, конечно, летом, витамины, овощи, фрукты. Мне кажется, сейчас отказываются от прививок, это очень плохо, потому что раньше нас всех прививали, эти прививки были необходимы против заболеваний, смертельно опасных заболеваний, есть прививка. Поэтому обязательно нужно прививать детей, особенно это сейчас видно, полиомиелит у нас, корь был распространен, паротит. Медикаменты, прививки, антибиотики десятилетиями доказывают свою эффективность, но лечение народными средствами еще никто не отменял. Фая Тангиева еще в студенчестве увлеклась народной медициной, и сейчас в ее теплице растут десятки полезных трав. Как фармацевт, работающий в аптеке, она не отказывается и от лекарственных препаратов, но при этом старается не запускать простуду до необходимости их применения. Конечно, нельзя отказываться от научной медицины. Да, нужно рекомендации врачей, наших медиков тоже соблюдать это все. Но кроме этого, мне кажется, и народной медициной можно как-то укреплять себя и не доводить себя до того, чтобы пришлось в больнице побывать, обращаться к врачам. Можно беречься. Мне кажется, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. По словам опытной травницы, даже самые простые рецепты помогут побороть и боль в суставах, и простуду, и позволят организму успешно бороться с недугом. От простуды ее можно просто растереть сахаром, поесть. А также можно и заварить чай, что-то вроде чая, как отварить ее можно, как отвар выпить. Очень хорошо помогает при простуде. Смородина красная тоже. Как витаминный препарат, чтобы поднять иммунитет можно, и тоже от простуды хорошо помогает. Не занимайтесь самолечением, не пытайтесь самостоятельно поставить диагноз, опираясь на советы знакомых и статьи из интернета. Осмотру квалифицированного врача и назначенный им курс лечения ничто не заменит. И важно не пренебрегать простой профилактикой. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.